Перед визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай 42 неправительственные организации, в том числе Amnesty International, Китайское общество помощи оппозиции, китайские правозащитники, Гонконгское общество надзора, Дворец свободы, Международная правозащитная организация, Уйгурское движение, Общество свободный Тибет в совместном письме, подписанном 14 июня, попросили Энтони Блинкена вынести на повестку дня в Китае продолжающийся серьезный кризис с правами человека в Гонконге, Тибете и Восточном Туркестане и призвали его принять меры для решения этих важных вопросов. Согласно кадрам, полученным из открытых источников, найдены очередные доказательства тому, что китайский режим продолжает осуществлять невероятно репрессивный режим в Восточном Туркестане и что китайская пропаганда повторяет ложь о том, что уйгуры живут в мире и свободе. Согласно видеозаписям, которыми Зумред Давуд, один из живых свидетелей концентрационных лагерей, поделился в своем личном аккаунте в социальных сетях, с 2015 года Китай стремится предотвратить возможные восстания против чрезмерных репрессий и преследований. Так, ремесленники и предприятия, разносчики, фермеры и даже отдельные лица в Восточном Туркестане используют ножницы, карманные ножи, лески, топоры и лопаты в своей повседневной жизни. Похоже, что политика по регистрации режущих инструментов в районном полицейском управлении, в котором проживают уйгуры, и указанию имени владельца, идентификационного номера и QR-кода продолжаются. Ильбер Ортайлы, который был гостем программы «Енибир Сабак» с Исмаилом Кючукая, которая транслировалась на Халк ТВ 15 июня 2023 года, говорил о возвращении уйгуров во время разговора об иммигрантах. Ильбер Ортайлы, заявивший, что уйгуры, приехавшие в Турцию, привезут в страну свои эффективные методы ведения сельского хозяйства, назвал отправку уйгуров обратно грубостью и бесчестием. На напоминание Кючукая о китайском давлении Ильбер Ортайлы сказал: «Мы собираемся отправить всех этих людей обратно, потому что Китай давит. Мы что, Пакистан? Это очень позорная вещь», — сказал он. Сикьон Пен Пацерин, глава тибетской администрации в изгнании, подчеркнул важность создания союза с единомышленниками и дипломатическими партнерами для противостояния их общему врагу Китаю. По сообщению Центральной тибетской администрации, 8 июня 2023 года китайские эксперты провели конференцию в Дхарамусале, Индия, чтобы обсудить Китай и меняющийся мировой порядок. Участники обсудили широкий круг ключевых вопросов, касающихся тибетцев, уйгуров, гонконгцев, тайваньцев и монголов, сообщает ЦТА. Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к отмене гонконгской версии так называемого закона о национальной безопасности Китая. 15 июня Европейский парламент принял новую резолюцию, призывающую к немедленному освобождению основателя Apple Daily Ли Цзина и отмене гонконгской версии так называемого закона о национальной безопасности. Предложение получило широкую поддержку в парламенте. 483 депутата проголосовали за, 9 против и 42 воздержались. Согласно сообщению France International, резолюция также призывает Европейский Совет наказать главу специального административного района Гонконга Ли Цзяо и других должностных лиц, причастных к репрессиям против правозащитников. Хотя открытие Китая в конце 2022 года, как ожидается, вызовет сильное восстановление, данные показывают, что Китай по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, чтобы вернуть свою экономику в нужное русло. В первом квартале 2023 года прямые иностранные инвестиции упали на 34% в годовом исчислении до примерно 1/3 уровня за тот же период 2020 года.